Здравствуйте. В эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии. Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, представляющий фракцию КПРФ. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. И хочу всех наших телезрителей, жителей Республики Башкортостан, поздравить с наступающим Новым годом. Ильгам Илюсович, спасибо за ваши поздравления. Ну и, как водится, в декабре мы подводим итоги уходящего года. 2025 год, каким он сложился, какие бы главные события отметили? 2025 год для партии КПРФ был насыщенным. Во-первых, партия КПРФ провела съезд в Москве, то есть был избран новый руководящий состав во главе первого секретаря ЦК КПРФ. Мы в Башкирии провели конференцию, тоже и избрали новый состав руководства нашего рискома. И вот идет тенденция омоложения партии. Я вот смотрю, да, много молодых ребят у нас вступает и в партию, и в комсомол. Как бы здоровый интерес проявляют наше население. Вот, я иногда спрашиваю, почему вас такой интерес вы проявили к партии. Они говорят, чисто справедливость. Вот и начали читать «Капитал», я вот смотрю, сочинение Ленина. Вот здоровый интерес, их же никто не принуждает, наших студентов. И поэтому они даже что-то конспектируют, я смотрю, и какие-то тезисы используют. Вот это мне очень нравится. Ильгам Илюсович, вот 2025 год был очень насыщенным и на круглые даты. Я говорю сейчас о 80-летии победы в Великой Отечественной войне, о 105-летии Октябрьской революции. Что удалось сделать вот именно к этим датам? Вот к этим датам, да, мы вначале провели День Октябрьской революции. То есть к Дню Октябрьской революции мы постарались отреставрировать, отремонтировать, вычистить все наши памятники Ленина, ну и сопутствующие, вот, которые памятники стоят у нас, да, и там Калинина и так далее и тому подобное, мы провели субботники, где-то подкрасили, где-то почистили, ну, отреставрировали. Это мы уже готовились к Дню Октябрьской революции. Дню Октябрьской революции провели, конечно, по всей республике, ну, я уж не говорю по всей России. Традиционно львиную долю, конечно, старшее поколение было инициатором, потому что молодежь это смотрит, как старшее поколение это проводит, и перенимают. Конечно, раньше они рассказывают, ну и сам я тоже видел, манифестации, там, лозунги, флаги, вот так вот проводили, это грандиозно проводили. Конечно, сейчас чуть-чуть скромнее, но преемственность передается, это уже хорошо, потому что мы не забудем это все. День 80-летия Дня Победы, да, ведь тоже ответили мы по всей республике, не говоря уже по всей России, тоже подготовились тщательно. Во-первых, мы отобрали ветеранов, которые еще живые, да, ведь почти всех их поздравили, потому что у нас депутаты с разных районов, городов, и там были ветераны, ну, там традиционно пакет с продуктами, ну и так далее и тому подобное. Медали, конечно, само собой. Наша партия выпустила юбилейные медали 80-летию Победы. Очень хороший, нужная медаль, памятная медаль. Как говорится, с удовольствием мы их вручали. Потом тыловики тоже сюда мы приплюсовали, потому что ветеранов Великой Отечественной осталось не так уж много. Ну и также дети войны. Дети войны тоже имеют уже возраст, который уже приближается как нашим ветеранам. Ильгам Илюсович, какие задачи стоят на следующую пятилетку? Вот обозначили наверняка при выборе руководства. На следующий год у нас будут выборы в Госдуму. Выборы в Госдуму мы начали готовиться уже сейчас. Вот, во-первых, новое руководство Рискома объезжает все районы и города, ну, делает как бы ревизию, насколько мы готовы. Потому что много первых секретарей, вновь и новых избранных, да, они порой требуют, чтобы их учили. Да, кого-то мы отправляем в Москву учиться, да, кого-то здесь учим. Вот, и уже потихонечку начали готовиться. Конечно, одним из главных вопросов у нас стоял в начале года набрать наблюдателей, то есть резерв.
которые будут уже во время избирательной комиссии в УИКах, избирательных участках, будут наблюдать, как идут выборы. Это один из главных моментов, чтобы наши голоса сохранить, нужны нам наблюдатели. Их, чтобы они квалифицированно, качественно работали, их надо отучить. Сейчас в Госдуму будут 6 округов. Вот, и в 6 округах мы выберем кандидатов, которые будут уже непосредственно выбираться. Кандидаты у нас идут, инициатива идет с первичных организаций. Сейчас они потихонечку уже начали обдумывать, кого они будут выдвигать. И потом же тайным голосованием на конференции эти кандидаты утверждаются. Также у нас и одномандатные округа есть, и по партсписку. Ничего не поменялось. Ильгам Илюсович, вот вы говорите о том, что наблюдатели отбирали, и говорили о том также, что партия омолодилась, да, все-таки Да. вот многие молодые люди приходят. Среди наблюдателей есть такое движение? Среди наблюдателей тоже есть. Там, конечно, скрывать не буду, по разным моментам они туда идут. Кто-то заработать денег, кто-то по своей инициативе. Ну, по разным причинам они туда идут, и, в принципе, они получают свое. Вот я же говорю же, некоторые студенты идут, работают и получают деньги за работу. Это один момент. Некоторые вот более-менее среднего возраста, да, они идут уже, допустим, защитить свои интересы. Если вот у них справедливости много, да, и они сторонники левых, ну, я не говорю именно он коммунист, да, левопатриотических сил, допустим, человек лево настроенный, да, то есть социалистический путь развития, там, плановой экономики и так далее и тому подобное, и он уже идет почти бесплатно защищать свои интересы, свои голоса. И они порой бывает, вот у меня есть уже опыт, я уже с 2003 года в политике, поэтому я даже вот этих людей смотрю, им деньги даже не нужны. Ну, я уже не говорю о наших взрослых, которые аксакалами я их называю, они уже идут чисто отстоять честь и достоинство нашей партии. Ильгам Илюсович, мы поговорили с вами, каким был 2025 год, но не обсудили еще тему СВО в этом контексте. Что удалось сделать? СВО мы отправили много гуманитарного груза и от Рискома, и наши депутаты участвовали активно. Мы и вместе с правительством Республики Башкортостан отправляли вот в течение года. И доставляли до адресата. Адресат уже, когда получал товар, который мы им отправляем, ну, предварительно заявку они дают нам, и они нам уже давали отклик, что товар получили, благодарили, кто конкретно это отправил. И вот мы сейчас уже, да, у нас есть точка отправления, точка получения. Вот это уже нас радует. Мы знаем, что наши солдаты, допустим, обуты, одеты, есть автомобиль. И единственное, сейчас вот в данный момент им, наверное, скорее всего, на следующий год будем больше внимания уделять на оптиковолокно. Вот сейчас ихние дроны связаны именно с этим оптиковолокном. Вот мы уже и собирались, и думали по поводу этого оптиковолокна. Конечно, это дорогое удовольствие, но ради победы можно пойти на все. Ильгам Илюсович, но наверняка были вопросы у жителей республики в течение года, я сейчас говорю о приеме граждан, что удалось, может быть, решить? Прием граждан вот сейчас разный. Я тогда говорил по ЖКХ, да, ведь разный. То есть что-то касается СВО. Допустим, вдова пришла, да, и там какие-то вещи, ну, по мелочам им не хватает. Они прекрасно знают, что у нас льготы есть. Ну, не все знают. В военкомате, видимо, не говорят. И мы тогда приходится нам работать в ручном режиме. То есть исполнительная власть на местах, администрация города и района, они плотно работают. Но, видимо, внимания не всем хватает. И мы тогда их просто соединяем и сами участвуем в решении вопроса. Например, дрова. У нас одна из главных обязанностей – обеспечить семью дровами. То есть она, может быть, и до администрации не может дойти. Может быть, внимание не так уделяет. Конечно, мы соединяем, и через какое-то время ей дрова привозят.
Это вот хороший момент. Где-то юридически мы помогаем. Вот сегодня мы закон поддержали, бесплатное предоставление юридической помощи родителям, которые лишили родительских прав. Вот типа такого. До этого был случай, у меня пришла молодая бабушка, 42 года всего, сын умер на СВО, а у жены детей забрали в детском доме. Вот мы сидели, а она у меня спросила, я, говорит, могу их усыновить? Я говорю, конечно. И вот с этого дня я ей начал помогать. Понятно, ей пришлось на адвоката потратиться, чтобы в суде это все доказать. А сейчас, после принятия вот этого закона, да, может быть, вот этот путь прошли бы бесплатно. Пока мы не посмотрели, как он на самом деле, этот законопроект, заработает. Но я думаю, заработает. Много вопросов по поводу этого. Ильгам Илюсович, какие планы на 2026? 2026 год у нас будет тоже, тоже насыщенным, потому что выборы в Госдуму приближаются. И сейчас, я как говорил, надо провести конференцию, надо выбрать делегатов, надо выбрать достойных кандидатов в депутаты Госдумы. Вот, и потом после этого, когда сформируют 6 у нас участков, 6 одномандатников и по списку тоже. И наши партии будут работать на них, то есть вести агитацию. Наши кандидаты будут встречаться с населением обязательно. Это один из главных приоритетов, да, ведь. Программу Победы будут рассказывать, которую у нас Центральный комитет эту программу утвердил, программа Победы, да, ведь хороший такой вот толчок будет для того же населения, да, там все у нас написано. И поэтому мы будем приближаться к сентябрю, к выборам Госдумы. Ну, потом, когда выборы пройдут, и у нас уже традиционная работа пойдет, то есть День Октябрьской революции, там и другие праздники. Ну и будут наверняка и текущие вопросы, я имею в виду. Текущие вопросы, они практически каждый день есть. Практически каждый день есть. Вот мне звонят там, это надо, то надо. Вот особенно, что касается СВО у нас. Много нюансов. Вот и у меня в голове созрела инициатива, да, ведь у нас 40 пунктов, которые мы написаны, которые мы должны помогать нашим СВОшникам. Но в некоторых регионах, допустим, я уж не помню, вот они что-то не включили из 40 вот этих пунктов, да, а включили лечение зубов и протезирование. Я вот у СВОшников своих спросил, да, вы, говорю, они не все льготы используют, просто не все льготы используют, да, и какие-то льготы убрать, вместо этого, допустим, протезирование зубов поставить. Это с удовольствием наши СВОшники пошли бы. Это и хорошее внимание было бы, и зубы подлечили. У нас сейчас в обиходе что идет? В санаторий ездят, это хорошо. Вот земельными вопросами частично решается, хочу сказать, частично. Используют поступление в вузы, вот дети поступают. Работает. Ну, что-то они не используют. А что не используют, это надо сделать выписку. И вот что они не используют, убрать по желанию. Да, ведь можно по протезированию зубов поставить. С удовольствием пойдут, ребят. Ильгам Илюсович, спасибо огромное, что нашли время. Пришли сегодня к нам в студию для того, чтобы подвести итоги года. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Это была программа «Интервью». Сегодня на наши вопросы отвечал Ильгам Галин, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан, фракция КПРФ. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.